Это Томми. Родители говорят, что он очень умный. Но погодите, что это вообще означает? Большинство скажет, что он получает хорошие оценки в школе. Хорошие оценки, конечно, признак ума, но это не единственный фактор, определяющий умных людей. IQ-тесты, например, знакомый всем способ проверки ума. Но большинство таких тестов проверяют лишь знания языка, математики и умение ориентироваться в пространстве. Американский психолог Ховард Гарднер задумался о том, что есть много вариантов, как люди могут проявлять свой ум. Он разработал теорию множественного интеллекта, где описаны 9 областей, в которых одни люди могут превосходить других. Первое — натуралистическое мышление. Вспомните Китнес из «Голодных игр», Чака Нолана из «Изгоя» и Джулию из «Джулии из племени волков». С острым вниманием к деталям и умением подмечать изменения в окружающем мире, люди с этим типом мышления сумели бы выжить в дикой природе. Они ловко ориентируются в различных животных, растениях, облаках, горах и так далее. В современном же мире они могут быть специалистами, к примеру, в различных видах косметики, автомобилей, техники или других предметов. Второе. Музыкальное мышление. Наличие музыкального мышления говорит о том, что вы хороши во всем, что имеет дело со звуками, а конкретно с определением ритма, тональности и высоты звука. Если вы обладаете таким интеллектом, то у вас отлично получается распознавать, создавать, а также воспроизводить музыку. Возможно, у вас к тому же и хорошо развито математическое мышление, поскольку эти два процесса мышления связаны. Если вы играете на музыкальных инструментах, обладая музыкальным интеллектом, то у вас получается играть на слух. Номер 3. Логико-математическое мышление. Люди с высоким логико-математическим интеллектом умеют мыслить абстрактно и использовать буквы в формулах для выявления отношений между элементами. Они умеют логически рассуждать как от частного к общему, так и наоборот, выдвигать гипотезы, проводить сложные вычисления и работать с данными. Четвертое. Экзистенциальное мышление. Люди с экзистенциальным мышлением — хорошие философы. Они часто задаются такими вопросами, которые вряд ли имеют точный ответ, и обдумывают их. Они чутки к более глубоким жизненным вопросам и любят оспаривать устоявшиеся концепции. И подобные склонности нисколько не смущают их самих. Номер 5. Межличностное мышление. Люди с развитым межличностным мышлением отлично коммуницируют с другими. Они с легкостью подмечают перемены в настроении других людей и способны смотреть на что-либо одновременно под разными углами. Они склонны к проявлению эмпатии и хорошо проявляют себя в профессиях, связанных с общением. Шестое. Телесно-кинестетическое мышление. Люди с этим типом интеллекта любят движение. Они прекрасно владеют своим телом и обладают развитой моторикой. И часто занимаются тем, что связано с движением, к примеру, спорт или танцы. Обучаться чему-либо им легче на практике, а познавать — экспериментальным путем. Номер 7. Лингвистическое мышление. Люди с высоким уровнем лингвистического интеллекта лучше других способны понимать еле уловимую разницу в значениях слов. Этот тип мышления встречается нередко, особенно часто среди журналистов, учителей или ораторов. Люди с развитым лингвистическим мышлением любят пополнять свой словарный запас новыми словами. Дети или молодые люди с таким типом интеллекта выбирают для досуга деятельность, связанную с языком. Чтение, письмо, кроссворды или сочинение историй. 8. Внутриличностное мышление. Люди с внутриличностным мышлением умеют анализировать свои собственные чувства и мысли, а затем и работать над ними для достижения целей. У них без труда получается мотивировать самих себя. Но это нечто большее, чем просто умение планировать свою жизнь. Они также хороши в оценке внутреннего состояния других людей. Поэтому из них выходят хорошие философы и психологи. Номер 9. Пространственное мышление. Люди с развитым пространственным мышлением обладают навыком ориентации в пространстве. У таких людей превосходно получается обращаться с картами или различными головоломками. К тому же они способны предугадывать вид объекта с разных ракурсов, даже если их взгляду доступен лишь один ракурс.
Они легко найдут выход из лабиринта и вряд ли заблудятся в городе. Помимо умения ориентироваться, такие люди обладают развитыми навыками рисования и работы, связанной с преобразованием изображений. Из человека с пространственным мышлением выйдет хороший моряк, пилот, скульптор, художник или архитектор. Молодых людей с таким типом мышления часто тянет к визуальной деятельности, графике или рисованию. Итак, это были 9 типов мышления. Какие из них в точности описывают вас? Напишите об этом в комментариях под видео. И не забывайте ставить лайк и подписываться на канал.